Я не слишком близко сижу. Добрый день, дорогие зрители! Наше сегодняшнее видео посвящено самому значимому событию Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Для начала немного истории. В конце XVI века для обороны южных границ русских земель был основан город-крепость Царицын. Название города происходит от тюркского «сары-су», что означает «желтая вода». На этот небольшой городок часто совершали свои набеги кочевники и мятежники. В 1925 году Царицын был переименован в честь Иосифа Сталина, который во время гражданской войны руководил обороной Царицына от Донской армии атамана Краснова. В 30-е годы Сталинград был одним из самых быстро развивающихся городов Советского Союза, население которого составляло около полумиллиона человек. Сталинград являлся также крупным транспортным узлом с магистралями в Среднюю Азию и на Урал. По Волге велась транспортировка нефти в центральные районы страны. В городе работал знаменитый в 30-е годы тракторный завод, который давал стране 50% тракторов. В 1940 году на его базе начинается производство танков Т-34-76. Уже с первых дней войны Сталинградский тракторный завод перешел на военные рельсы, выпускал и ремонтировал танки, танковые двигатели и артиллерийские тягачи. Этот завод был одним из основных поставщиков военной техники на фронт, даже в период Сталинградской битвы. Шел второй год войны. Ранняя весна 1942 года принесла советским людям надежду. Велик был духовный подъем советского народа, вызванный победой под Москвой. На советско-германском фронте установилось относительное затишье. Стороны готовились к активным боевым действиям летней кампании. Советское командование было уверено, что немцы начнут наступление на центральном направлении и попытаются захватить Москву. Поэтому сюда были стянуты значительные силы и разработан план оборонительных действий с последующим переходом к контрнаступлению. Однако немецкий генеральный штаб поставил перед своими войсками совершенно иную задачу. Гитлер считал, что наступление на Москву было слишком предсказуемо. По этим причинам немецкое командование рассматривало планы новых операций на севере и юге. Наступление на юг СССР обеспечило бы контроль над нефтяными месторождениями Кавказа. В военных расчетах Гитлера были свои разумные основания. Он полагал, что довольно опасно подвергать незащищенные войска на Кавказе риску нападения со стороны Сталинграда. Но гитлеровские генералы были уверены, что истинное стремление фюрера все же заключалось в том, чтобы унизить Сталина, чье имя носил Сталинград. Два сакральных имени – Ленина и Сталина – притягивали Гитлера как магнит. Важно было одержать победу над городами, носящими эти имена. В то время Ленинград уже был в блокаде, оставалось захватить Сталинград, который находился на важном южном направлении и связывал центральные районы Советского Союза с Кавказом и Средней Азией. Маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко в книге «Сталинград» отмечал, что Гитлер отдал своим войскам приказ взять Сталинград любой ценой. Всем крупнейшим операциям вермахта обычно давался определенный цветовой код. Летнему наступлению вермахта на СССР было присвоено кодовое название «Фальблау» – «синий вариант». Реализация этого плана должна была резко сократить военные и экономические возможности Советского Союза и радикально ослабить сопротивление войск Красной Армии.
Операция «Синий вариант» началась наступлением группы армий «Юг», которые были разделены на группу армий А, наступающие непосредственно к Кавказскому хребту, и группу армий Б, нацеленной на Сталинград. К началу Сталинградской битвы противник имел численное превосходство над советскими войсками по всем показателям. 12 июля был создан Сталинградский фронт под командованием маршала Семена Константиновича Тимошенко. Большинство соединений Сталинградского фронта представляли собой новые формирования, которые не имели боевого опыта. Кроме того, во многих дивизиях не хватало боеприпасов и техники. Историки выделяют два этапа битвы за Сталинград, которая продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943. 17 июля на рубеже рек Чир и Цымла завязалась ожесточенная борьба, которая продолжалась 5 суток. Упорное сопротивление советских войск вынудило нацистское командование усилить 6-ю армию. На рассвете 23 июля в наступление перешла Северная, а 25 июля и южные ударные группировки противника. Используя превосходство в силах и технике, немцы прорвали оборону на правом фланге 62-й армии. В результате 3 советские дивизии попали в окружение. Для войск Сталинградского фронта сложилась критическая обстановка. Для того, чтобы пробить оборону советских войск, немцам пришлось использовать помимо своей армии итальянских, венгерских и румынских союзников. Именно в эти дни, спустя 13 месяцев после начала войны, появился самый известный и суровый приказ Великой Отечественной войны. Речь идет о знаменитом приказе Сталина номер 227, который называли «Ни шагу назад». 28 июля 1942 года Народный комиссар обороны Сталин подписал приказ номер 227. Вот основные положения этого приказа. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге, и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ, с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территорий. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территорий, что страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными. Они ослабляют нас и усиливают врага. Ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину.
Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование ни шагу назад без приказа высшего командования. Единственной причиной ухода с позиций может быть только смерть. Если ранее советская пропаганда описывала успехи и удачи, подчеркивала сильные стороны советской армии, то приказ Сталина начинался именно с констатации страшных неудач и потерь. Он подчеркивал, что страна стоит на грани жизни и смерти. По сути, документ касался дисциплины и вводил категорический запрет отступать без приказа. Примечательно, что в декабре 1941 года Гитлер издал схожий стоп-приказ, по которому, в частности, в вермахте формировались штрафные роты. Сталин решил пойти тем же путем, потребовав из проявивших трусость командиров и политработников сформировать на каждом фронте от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов. Срок пребывания в штрафных подразделениях не должен был превышать 3 месяцев. Причин, по которым рядовые и офицеры попадали в штрафные подразделения, было множество. От нарушения несения правил караульной службы до опоздания из отпуска. Герой Советского Союза, командир роты штрафного батальона Александр Васильевич Пыльцин, автор книг о сталинградских сражениях, отмечал, что несмотря ни на что, штрафников также награждали орденами и медалями. Дальнейшие события показали, что меры, осуществленные согласно приказу, не смогли полностью остановить отступление советских войск, однако позволили преодолеть панический характер отступлений. А в Сталинграде, где каждый солдат был на счету, заградотряды часто принимали непосредственное участие в боях. И 29 октября 1944 года приказом Сталина заградительные отряды были расформированы в связи с существенным изменением обстановки на фронте. Личный состав пополнил стрелковые подразделения. Общее количество личного состава Красной Армии, получившее приговор суда, составляло почти 1 миллион человек. Самым страшным днем в истории Сталинградской битвы стало 23 августа 1942 года, когда силы 4-го воздушного флота Люфтваффе впервые в Великой Отечественной войне произвели самую долгую и разрушительную ковровую бомбардировку. Немецкая авиация унесла жизни более 40 тысяч человек, уничтожила 80% зданий довоенного Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую горящими руинами. Ситуация усугубилась тем, что после фугасных бомб германские бомбардировщики сбросили зажигательные бомбы. Образовался огромный огненный вихрь, который дотла сжег центральную часть города и всех ее жителей. Пожар перекинулся на остальные районы Сталинграда, и так как большинство зданий в городе были построены из дерева или имели деревянные элементы, образовался огромный огненный очаг. Температура во многих частях города, особенно в его центре, доходила до 1000 градусов. Подобное потом повторится в Гамбурге, Дрездене и Токио. Ожесточенные бои в самом городе продолжались более 2 месяцев. В военной истории до Сталинграда не были известны столь упорные городские сражения. За каждый дом, за каждый этаж, подвал, за каждую стену. Вечером 27 сентября сержант Яков Павлов получил приказ осмотреть дом облпотребсоюза, стоявший в 100 метрах впереди позиций пехоты. Дом был прекрасным наблюдательным пунктом и хорошей площадкой для обстрела противника. Из него открывалась панорама города на запад, север и юг в радиусе километра.
Красноармейцы очистили здание. Вскоре на помощь разведчикам Павлова прибыл взвод лейтенанта Афанасьева. Когда немцы осознали свою потерю и пошли в атаку, их встретили плотным огнем. За 58 дней последующих боев обороной дома руководили разные командиры. Но так уж вышло, что за зданием закрепилось имя сержанта. Первыми домом Павлова здание назвали артиллеристы, отмечая его на своих картах. Как дом Павлова он значился и в донесениях и приказах по армии. К дому проложили подходы, соединяющие с мельницей и с соседним зданием, захваченным лейтенантом Заболотным. По ним прибывало подкрепление. В стенах проделали амбразуры для ведения огня. Подходы к дому заминировали. Бойцы быстро освоились на новом месте. В квартирах осталось много вещей, нашелся даже патефон. Правда, уцелела лишь одна пластинка, но в перерывах между боями с немцами, которые предпринимали попытки любой ценой отбить дом, над руинами плыла музыка. К ноябрю нацисты сравняли Сталинград с землей, но им не удалось сломить сопротивление сталинградцев. Средняя продолжительность жизни в городе в эти дни составляла 15 минут. Переход советских войск в контрнаступление оказался неожиданным для фашистов. Гитлер был уверен, что метеорологические условия исключат возможность проведения крупного наступления в такое время, и что советские войска не располагают достаточными силами для этого. Так, в октябре 1942-го Гитлер издал приказ, в котором говорилось: русские, силы которых значительно уменьшились в результате последних боев, не смогут уже в течение зимы 1942-1943 ввести в бой такие силы, как в прошлую зимнюю кампанию. Что бы ни произошло, более жесткой и трудной зимы уже не может быть. Но он ошибался. В своем приказе по случаю 25-й годовщины Великого Октября Иосиф Сталин обещал, что будет и на нашей улице праздник. И это были не пустые слова, поскольку дата контрнаступления Красной Армии на Сталинградском фронте 19 ноября уже была точно определена. По распоряжению Верховного Главнокомандующего и под его личным контролем в течение сентября и октября 1942 в обстановке глубочайшей секретности шла переброска на Сталинградский фронт огромного количества советских войск и боевой техники из Сибири. Советский трудовой и военный народ, принимавший участие в выполнении этой задачи, знал, в какие районы и для чего сосредотачиваются войска, боевая техника и необходимые грузы. Но к противнику эти сведения не просочились. И 19 ноября 1942 года тишину донских степей разорвали мощные залпы свыше 7 тысяч орудий и минометов Юго-Западного и Донского фронтов. На врага обрушилась огненная лавина реактивных снарядов. Войска обоих наших армий одновременно перешли в наступление, прорвали оборону противника и, ломая его ожесточенное сопротивление, пошли вперед. Так началась наступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран». Общая роль в
предстоящем разгроме отводилось Донскому, Сталинградскому и Юго-Западному фронтам. План предполагал также массированную атаку с воздуха, но погодные условия не позволили авиации совершить вылеты в этот день. Однако переносить дату наступления было нельзя. Терялся фактор внезапности. Поскольку именно артиллерийские части своим массированным и мощным огневым ударом ознаменовали начало коренного перелома в Великой Отечественной войне, в этот день в нашей стране отмечают День ракетных войск и артиллерии. Красной армии понадобилось всего лишь 4 дня для окружения гитлеровцев. 23 ноября, взяв в кольцо основные силы противника, советские войска соединились в районе города Калач. В окружении оказались свыше 300 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. В течение долгих 70 дней немцы отчаянно пытались разбить кольцо советского окружения, но сделать это им так и не удалось. Более 2000 лет назад 50 тысяч воинов под командованием Ганнибала окружили и уничтожили в сражении при Каннах римскую армию под командованием Варона численностью в 69 тысяч человек. С тех пор Канны стали считаться высшим образцом полководческого искусства. Гитлеровские генералы стремились осуществить Канны в борьбе против Советского Союза. Однако, несмотря на огромную массу войск, брошенных гитлеровским командованием, и их большую маневренность и пробивную силу, под Сталинградом они сами стали объектом грандиозных Кан XX века, устроенных им Красной армией. Согласно плану «Кольцо», 10 января 1943 года советские войска начали разгром фашистских войск, и 31 декабря была ликвидирована южная группировка противника, а спустя 3 дня сложила оружие и северная группа немецких войск, которая базировалась в районе тракторного завода. И в 4 часа дня в городе на Волге наступила тишина. 2 февраля 1943 года величайшее сражение Второй мировой войны завершилось. Части советской армии пленили 91 тысячу фашистов, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала во главе с генералом-фельдмаршалом Паулюсом. Накануне 30 января в радиограмме Гитлер присвоил Фридриху Паулюсу звание фельдмаршала и напомнил, что еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен. Тем самым это был завуалированный приказ покончить с собой. Такого удовольствия я решил Гитлеру не доставлять. Я должен был рассказать всю правду о Сталинграде, скажет Паулюс позже своему адъютанту. В результате победы Красной армии в Сталинградской битве ей удалось перехватить у противника стратегическую инициативу, что создало предпосылки для подготовки нового широкомасштабного наступления и в перспективе полного разгрома агрессора. Битва стала началом коренного перелома в войне, а также способствовала укреплению международного авторитета Советского Союза. Кроме того, столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны порабощенных народов Европы. В самой же Германии по завершении Сталинградской битвы был объявлен 3-дневный траур. Под Сталинградом впервые в крупном масштабе планировалось боевое применение артиллерии и авиации в форме артиллерийского и авиационного наступления. Артиллерийское наступление включало 3 периода. Это подготовка атаки, поддержка и артиллерийское сопровождение пехоты и танков при ведении боевых действий в глубине обороны противника.
В большинстве армий артподготовка планировалась продолжительностью 80 минут, а в армиях Сталинградского фронта она сократилась до 40. Большое внимание было уделено противовоздушной обороне войск. Инженерное обеспечение предусматривало ведение инженерной разведки, подготовку исходных позиций для наступления, проделывание проходов в минных полях, постройку мостов и наведение понтонных переправ, устройство колонных путей, а также закрепление захваченных рубежей. Особое место в подготовительный период занимала партийно-политическая работа, направленная на повышение морально-боевого духа войск. Проводилась большая воспитательная работа с вновь прибывшим пополнением, удельный вес которого во многих соединениях составлял около 60% всего личного состава. Широкий размах, конкретность и целенаправленность партийно-политической работы обеспечили высокое политико-моральное состояние войск и успешное решение ими боевых задач в ходе контрнаступления. Успеху контрнаступления наших войск под Сталинградом также способствовала внезапность, которая достигалась скрытностью подготовки наступления, дезинформацией противника, маскировкой передвижения и сосредоточения войск и другими мероприятиями. Также впервые в истории было массированно применено бронетанковое и механизированное оружие, с помощью которых обороняли рубежи, наносили контратаки, действовали из засад. Отдельные танковые бригады, полки, батальоны действовали централизованно под руководством своих командиров в тесном взаимодействии с пехотой. При ведении боевых действий в Сталинграде был приобретен огромный опыт уличных боев, который пригодился нашим бойцам впоследствии. Еще одним новшеством в боях в городе Сталинграде было снайперское движение. В каждом полку были созданы группы охотников-снайперов. Только в 62-й армии было 400 снайперов, которые уничтожили более 6 тысяч гитлеровцев. Легендарный снайпер Василий Зайцев во время Сталинградской битвы за 1,5 месяца уничтожил более 200 немецких солдат и офицеров, включая 11 снайперов. Советский стрелок очень сильно досаждал войскам вермахта, поэтому германское командование направило из Берлина в Сталинград Эрвина Кёнига, руководителя школы снайперов. Немецкому асу поставили задачу уничтожить русского зайца. В свою очередь и Василий получил приказ об уничтожении немецкого сверхснайпера. Между ними началась игра в кошки-мышки. По действиям немца Василий понял, что дело он имеет с матерым профессионалом. Но в результате нескольких дней взаимной охоты Василий Зайцев перехитрил противника и вышел победителем. Эта дуэль всемирно прославила советского снайпера. Данный сюжет нашел отражение в современном кинематографе. В годы войны даже дети были готовы отдать свою жизнь ради мирного неба над головой, ради жизни других. Одна из самых известных девочек-разведчиц Великой Отечественной войны – Люся Родына. В Сталинград ее эвакуировали в 12 лет из блокадного Ленинграда. Она попала в детский приемник, куда однажды заглянул офицер, набиравший в ряды Красной армии детей-разведчиков. Люся вызвалась в числе первых добровольцев. Девочку отправили в разведшколу, где она прошла подготовку. Перед ней были поставлены задачи по добыванию разведданных, а также проведен инструктаж на случай встречи с немцами. И вот первый выход в тыл врага. Люся сразу же попалась на глаза немцам. Девочка рассказала, что она идет на поля, где с другими детьми выращивает овощи, чтобы не умереть с голоду.
Фашисты поверили девочке, но дальше идти не пустили. Отправили на кухню чистить картошку. Любой ребенок в такой ситуации мог растеряться, но девочка очень быстро сообразила, как вести свою разведдеятельность. Она посчитала каждую картошку, которую почистила, а потом сбежала. Эти данные помогли советским офицерам вычислить примерное число солдат врага. Всего Люся Родына совершила 7 разведвылазок и ни разу не совершила ни одной ошибки. Позже командование приняло решение больше не выпускать девочку в тыл врага, так как это стало опасно. Она была награждена медалями за отвагу и за оборону Сталинграда. В кинематографе и литературе Сталинградская битва занимает особое место. Так в известной повести Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» описываются события лета 1942 года, когда Красная Армия отступала к Сталинграду. Примечательно, что Михаил Шолохов написал продолжение своего романа, но впоследствии сжег рукопись. Возможно, мы потеряли роман о Сталинградской битве такого же масштаба, как «Тихий Дон», посвященный событиям гражданской войны. В целях увековечения победы под Сталинградом указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года еще до окончания битвы была утверждена медаль за оборону Сталинграда, которой были награждены более 700 тысяч участников битвы. 10 ноября 1961 года советским правительством был принят указ о переименовании Сталинграда в Волгоград. Интересно, что варианты переименования были разными: Геройск, Байгородск, Ленинград на Волге и даже Хрущевск. 8 мая 1965 года Волгограду было присвоено звание «Город-герой». К 20-летию победы в Великой Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Битва на Волге навечно вошла в сознание человечества как символ несгибаемой воли, мужества и отваги советских воинов. Слово «Сталинград» стало синонимом победы. Так в Париже имя Сталинград носят площадь, бульвар и даже станция метро. Есть тип тяжелых крейсеров «Сталинград» и даже астероид «Сталинград». Начиная с 2013 года, несколько дней в году, Волгоград вновь становится Сталинградом. В эти дни название «Город-герой Сталинград» используется на всех общегородских массовых мероприятиях. На этом наше видео подошло к концу. Ждем ваших оценок и комментариев. До новых встреч!